Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Национальные проекты, принятые к реализации по поручению президента страны Владимира Путина. Они затрагивают различные аспекты нашей жизни, в том числе направленные на социоэкономическое развитие в регионах. Как идет работа по улучшению транспортной инфраструктуры на региональных дорогах Якутии. Поговорим сегодня. Гость студии Виктор Игнатьев, первый заместитель генерального директора Управления автомобильных дорог Республики Саха-Якутия. Виктор Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите, пожалуйста, о работе по направлению улучшения транспортной инфраструктуры на региональных дорогах Якутии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Ну, как вы уже сказали, что наш президент Владимир Владимирович Путин особо следит за национальными проектами, которые направлены на экономическое развитие регионов и экономическое, и социальное. Что касается нашего национального именно проекта «Безопасные и качественные дороги», здесь хочу сказать следующее. Мы ежегодно, вообще этот проект направлен на улучшение сети дорог, на приведение сети дорог региональных в нормативное состояние. Поэтому также по указу Айсена Сергеевича Николаева, нашего главы республики, до 2030 года необходимо в 4 раза повысить количество дорог, которые будут подходить к магистралям российских дорог и железнодорожным станциям и узлам. Ну вот какие объемы дорожных работ выполнялись по нацпроекту именно на региональных дорогах? Надо сказать, что национальный проект идет с 2019 года, начался. За последние годы нам удалось отремонтировать более 1100 километров автомобильных дорог республиканского значения. Кроме того, у нас есть опорная сеть республики, в которую включены дороги НАМ с подъездом к Ангаласам, Умнас дорога и Мухтуя. Вот эти 3 дороги, они основные, считаются, как и федеральные дороги, считаются опорной сетью. По прошлому году запланировано, у нас было 245 километров, мы ввели 270 километров автомобильных дорог, что необходимо сказать вообще, что мы ежегодно перевыполняем план на 10, 15, 20 километров. И поэтому по соглашению с Федеральным дорожным агентством, Росавтодором, на данный год, если все пройдет хорошо, удачно и успешно, то мы этот показатель превысим на 100 километров. Ну, действительно, последние годы на дорогах у нас, можно сказать, ежегодно бьются рекорды. Вот какие планы на этот год? Да, кроме того, если что касается автомобильных дорог, я уже сказал, а что касается искусственных сооружений, это тоже один из показателей национального проекта. За последние годы мы построили несколько больших мостовых переходов. Это в Усьмайском районе мост через реку Алахьюнь, 326 погонных метров. В прошлом году мы дали показатель 550 погонных метров реконструированных мостов. Один из них это в Тампонском районе, мост через реку Минкюле, мост через Тампарук на дороге Яна, тоже в Тампонском районе. И, что немаловажно сказать, это в Ленском районе мост через реку Нюя. Это был 50-й мост, который построен был, юбилейный, скажем так, был построен как раз в рамках национального проекта. Что касается именно этого года, в этом году мы планируем по плану, у нас показатель 144 километра, но планируем ввести 165 километров по национальному проекту. По искусственным сооружениям у нас в этом году 3 больших моста. Это мост Альчан в Тампонском районе на дороге Яна. Сейчас по нему работает рабочая комиссия. Мост готов, скажем так, на 99% уже к сдаче, к приемке. Кроме того, в Мирнинском районе это мост через реку Чаналыр.
Эти мосты, вот то, что я перечисляю, это строит наша компания нашего региона, Якутии, «Строймост». Они очень в последнее время хорошо развиваются, быстро строят, очень профессиональная команда у них. Ну и, кроме того, в Кобяйском районе мост через реку Хатын-Юрях. Это тоже в этом году мы сдаем. Кроме того, на дороге в Сунтарском районе, устье Кемпиндяй, в этом году также там два было деревянных моста. Они у нас были в аварийном состоянии, поэтому их тоже реконструируем. Это Кучугуй-Хариэлах и Арто-Хариэлах. В этом году мы также заканчиваем по ним работы и вводим их в эксплуатацию. Ну, нацпроект включает в себя такое понятие, как безопасность. Ранее вы упоминали уже, да, реконструкция автодорог нам и у нас в черте Якутска с устройством наружного освещения. Вот проводится ли аналогичная работа в других населенных пунктах? Да, у нас, кроме того, вот еще идут участки реконструкции, как говорилось ранее уже. Прошлый год, вы помните, знаковый объект был, это с 11 по 19 километр дорога нам, четырехполоску мы сдали. В этом году мы планируем сдать участки с 7 километра, с 7 по 11 это дорога нам. И с 11 километра по 20 километр дорога Умнас. Подрядчик здесь у нас дороги Саха. Все материалы полностью 100% завезены, и предприятие идет с опережением графика по работам. Поэтому здесь у нас тоже, вы, наверное, заметили, и жители республики, что вот этот участок, он еще не был сдан в эксплуатацию, но освещение уже в сторону Покровска уже было. Вот, поэтому эту работу мы будем продолжать работать и, естественно, отрабатывать. Что касается вот как раз освещения, у нас вообще по освещению за последние годы в рамках нацпроекта мы ввели уже по населенным пунктам в целях обеспечения безопасности дорожного движения ввели более 115 километров освещения, линии освещения. В этом году мы уже ввели 2 километра, это было сделано весной в селе Тыя на дороге Лючинской. А вот по прошлому году мы сделали в многих поселках, это вот поселок Жиганск, Кобяй, Этыкёль, Мостах, Хатасы, Табага, Суола, а также поселки Нижний Бестях. Вот на этих населенных пунктах вот за прошлый год было сделано освещение. И кроме того, в этом году еще дополнительно мы будем делать 5 километров наружного освещения. Это на автомобильной дороге Амга в селе Бырама и дорога Абалах, село Торекёль. Вот какие еще мероприятия, да, кроме освещения, проводятся для обеспечения безопасности на дорогах? Ну, кроме этого, у нас работает 167 мобильных и стационарных комплексов видеокамер. Ни в коем случае они не направлены на сбор штрафов. Вообще это для для фиксации правил дорожного движения. И самая главная их функция – это чтобы водители были дисциплинированными. Я хочу сказать, что вот за последние вот эти 5 лет, вот эти вот комплексы, где работали, ни одного тяжелого ДТП на этих местах не случилось. Эти камеры работают круглый год, насколько я понимаю. Да, Морозы как сказываются на работе камер? На работе камер, вот как раз мы, когда проводили конкурсные процедуры по камерам, мы учли наши все условия полностью. Они у нас спокойно отрабатывают до минус 60 градусов, эти камеры. И они настолько умные, скажем так, да, они... У нас эти камеры работают в любое время дня и ночи, в любую погоду. Им не мешает ни снег, ни дождь, ни туман. Они научились распознавать в любое время суток и в любое время года и погоды автомобили.
Ну вот, да, исходя из разговора, видно, да, что речь идет не только о приведении, да, в нормативное дорожного полотна, но и одновременно принимаются меры для снижения аварийности на дорогах. Вот что еще делается для снижения аварийности? Ну, кроме того, для снижения аварийности за прошлый год вот для обеспечения надлежащего уровня безопасности на региональных дорогах после проведения ремонта дорог, реконструкции, капитального ремонта и возведения искусственных сооружений мы установили более 12 тысяч метров погонного барьерного ограждения. Кроме того, было установлено более 1500 дорожных знаков новых. А в рамках безопасности, у нас есть еще одна программа, просто это в рамках безопасности идет, было установлено 7000 метров барьерного ограждения погонных и более 1090 знаков дорожных. Мгм. Ну вот мы понимаем, да, что у нас в Якутии достаточно экстремальные природные условия. Зимой температура доходит до минус 50, летом жарко до плюс 30. Как ведется контроль именно за качеством производимых работ? Есть ли какие-то гарантийные обязательства у подрядчиков при исполнении работ? И вот насколько долго, проще говоря, эти дороги, как говорится, вновь у нас построенные, ну, вообще продержатся в таких условиях? Но в управлении дорог есть очень хорошая современная лаборатория. Кроме того, на участках реконструкции, капитального ремонта у нас постоянно работает строительный контроль, которые днем и ночью они являются нашими глазами и ушами на объектах. Поэтому они постоянно находятся там. Кроме того, наши работники регулярно выезжают на объекты, кураторы объектов, смотрят, проводят соответствующие замеры, работают лаборатории по асфальтобетонным покрытиям, по бетонным покрытиям. У нас, кстати, в Алекминском районе в этом году, в самом Алекминске, мы сдаем участок 7-километровый через Алекминск, полностью бетонная дорога будет с тротуарами, все со всей инфраструктурой, с освещением. Поэтому тоже очень хороший такой знаковый объект будет. И есть, конечно, гарантийные сроки. От гарантийных сроков они нормируются. Значит, по асфальтобетонным покрытиям и по переходному типу покрытия. По переходному типу покрытия они, естественно, меньше, и они пятилетние. Вот, поэтому через 5 лет, вот, где переходный тип покрытия, уже необходимо будет ремонтировать дороги. Ну и кроме того, в рамках содержания, конечно, эти участки содержатся. Если происходят какие-то, скажем так, гарантийные случаи, если дорога где-то в каком-то месте разрушается, то подрядчик, который непосредственно работал на этом участке и выполнял работы, он выезжает и в рамках гарантийных обязательств бесплатно все эти дефекты устраняет. Что ж, Виктор Юрьевич, мы видим, да, что ремонт на наших дорогах идет, и дороги становятся лучше, не только региональные, в том числе и федеральные, и в населенных пунктах. Поэтому желаем дальнейшей успешной работы. Спасибо, что нашли время и пришли к нам, ответили на наши вопросы. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.